Моя дорогая дочь, выслушай это послание с открытым сердцем, ибо поток любви, возможностей исцеления и изменения жизни вот-вот окутает тебя, и каждая из них станет свидетельством твоей достойной души. Приготовьтесь к трансформации внутри своей семьи, где чудеса проявятся именно тогда, когда они необходимы. Принимая участие в этом послании, ожидайте, что на вас хлынут восстановление и любовь. Верьте, что в наступающем месяце Божественное провидение сотворит финансовое чудо, которое полностью изменит ход вашей жизни. Инновационные решения и новые перспективы будут продолжать представляться, руководствуясь заведением Божественного. Ищите утешение в молитве, ибо в ней кроется бальзам для вашего израненного сердца и катализатор вашего цветущего процветания. Вершина вашего существования находится прямо перед вами, где следование по Божьему пути принесет безграничную любовь, исцеление, мир и благословение, рассеивая все следы беспокойства, страданий и трудностей. Чудеса пройдут в вашу жизнь, как ласковый дождь, превращая любое раздражение в обильную радость. Пусть это послание станет маяком удачи, притягивающим к вам именно то, о чем вы мечтаете до конца дней. Иисус пришел, чтобы оставить вам вечный мир и изобилие, благословения, которые вы можете требовать от Его имени. Знай, что небесные посланники бдительны с тобой, обеспечивая спокойствие и изобилие по божественной воле. Если вы отклонитесь от пути, божественность быстро вмешается, послав небесных посланников благословить землю и ее обитателей. Взамен вас могут осыпать будущие благословения. Если ваш доброжелательный Создатель мягко постучит в дверь вашего сердца, спасение будет вашим. Публично провозглашайте Иисуса своим Господом, веря в Его воскресение, и Он будет безраздельно царить в вашей жизни. Откройте двери своего сердца и наблюдайте, как чудеса происходят во всех аспектах вашего существования. Иисус, возлюбленный Сын, является источником духовной поддержки, предлагая безграничную радость тем, кто приближается к Нему с распростертыми объятиями. В самые мрачные минуты, когда вас одолевает усталость, Иисус осветит ваш путь своим нежным светом. Обратитесь к Нему за утешением, когда ваше сердце тяжелеет от потрясений, и через молитву обретите гармонию и процветание даже среди экономических неурядиц. Только Божественное может укрепить ваши слабости, исцелить ваши эмоциональные раны и вновь зажечь пламя любви и спокойствия в вашей душе. Будучи Творцом вашей божественной судьбы, Божественность была свидетелем вашей борьбы и бремени, которое вы несете. Пришло время излить на вас поток благословений, поскольку Божественность неустанно работает, чтобы превратить печали в радость, а неудачи в триумфальные победы. Будьте готовы, ведь любой недостаток в вашей жизни вот-вот превратится в изобилие. Материальный дефицит временен, но любовь и руководство Божества сохраняются вечно. Читая эти слова, знайте, что вы несете с собой искренние молитвы Божества. Альтернативно позвольте Божественному быть вашим воплощением, давая вам силу через непоколебимую веру и защищая вас от вреда, когда вас одолевает усталость. Помните, что Божественное – источник вашей силы, утешающее во времена боли и восстанавливающее разрушенные отношения. Верьте в своем сердце, что тот, кто воскресил Иисуса из мертвых, ответит на ваши молитвы, независимо от обстоятельств. Даже в глубине отчаяния позвольте своему желанию продолжаться, потому что, несмотря на конфликты и внутреннюю борьбу, надежда сохранится.
Во времена тьмы именно божественность осветит ваш путь, соберет ваши слезы и предложит вам утешение. Ваша боль не осталась незамеченной. Божественное превращает ваши испытания в искусство, служа вашим спутником, спасителем и путеводным светом. Если бы у вас была такая возможность, Дрвенрти предоставила бы вам все необходимые для достижения вашей мечты и божественной цели. Хотя земные дела могут быть важны, только божественное предлагает вечную жизнь. Ищите его прежде всего, и вы достигнете несравненного успеха в его присутствии. То, что кажется незначительным, станет глубоким. То, что кажется невозможным, станет достижимым. Божественность получает огромное удовольствие, даруя вам обильные благословения. Испытания станут испытаниями веры, а поражения приведут к громким победам. При наличии здоровья и финансовой стабильности ваша жизнь будет процветать, а ваши профессиональные и личные отношения будут процветать. Ваши усилия принесут плоды и принесут вам радость, подобно питательному дождю, падающему сверху. Вы готовы к этому новому сезону? Помните, что это время изобилия. Если вы готовы, ждите чего-то необыкновенного и чудесного от Дрвенрти в ближайшие дни этого месяца. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, скоро будут преодолены, открыв путь к восстановлению, отдыху и триумфу. Это предвещает начало новой великолепной главы в вашей жизни. Выразите свою благодарность Божеству за его благословения, большие и малые, и он будет продолжать изливать на вас все возрастающее изобилие. Смиренно ища прощения и отдавая все свое существо Божественному, вы можете избежать последствий проступка. Молитесь о руководстве и освобождении, ища путь, который угоден Божественному. Прислушайтесь к вашему совету, и даже если возникнет скептицизм, твердо стойте в своей вере. Ваше образование и уроки войны отточили вашу способность прощать. Другие будут воспринимать вас по-другому, увидев вашу благодарность и удовлетворение. Встречайте каждый день с оптимизмом, готовясь к череде побед и инноваций, которые вас удивят. Как божество неожиданностей, Бог творит неожиданное, даруя своим детям недоступные пути. Будьте восприимчивы к своим благословениям и ожидайте неожиданной доброты. Пусть Святой Дух укрепит вас, чтобы выздороветь от болезней во имя Иисуса Христа. Наслаждайтесь жизнью в полной мере, всегда доверяя ей. Поклоняйтесь Ему ради мира, который никогда не кончается. Когда все остальное терпит неудачу, доверьтесь Богу и позвольте Ему позаботиться об этом, и вы станете свидетелем невероятных чудес, разворачивающихся в вашей жизни. Даже когда вы скорбите, Бог утешает вас и вытирает ваши слезы. В разбитом состоянии Он снова сделает тебя правым. Вам не причинят никакого вреда, потому что Бог – ваше прибежище. Обратите внимание на фундаментальное различие между Богом и людьми, в отличие от людей, которые склонны забывать и побеждать. Более того, Бог прощает и дает больше. Сегодня общайтесь уверенно. Богатство, исцеление и любовь, которые приходят ко мне, это дары, потому что я имею ценность. С Божьей помощью можно сделать что угодно, например, построить дом на твердом камне. Те, кто слышит мое послание и применяет его на практике, намного мудрее, как однажды сказал Иисус: «Я – дверь, те, кто входят через меня, имеют возможность спасения».
Они могут свободно входить и выходить и открывать для себя новые хорошие пастбища. Когда приближается разочаровывающая ситуация, вас ждет спокойное и полезное решение. А Господь, я собираюсь заменить все твои заботы, стрессы и неприятности вечным спокойствием. Помоги мне помнить, что ты наблюдаешь за мной и слушаешь то, что я говорю. Ты обожаешь меня, поддерживаешь меня и заботишься обо мне. Несмотря на все, что преподносит вам жизнь, Бог уже превратил вас в оптимиста. Примите свой триумф, претворив Божье Слово в жизнь. Не бойтесь, я на твоей стороне. Я твой Бог, мы больше не должны унывать. Я могу укрепить тебя, помочь и поддержать тебя своей праведной правой рукой. Он собирается поделиться с вами уникальной историей выздоровления и успеха, здоровья, богатства, любви, радости, душевного спокойствия и ни с чем не сравнимого удовольствия. Я могу быть с тобой, когда ты будешь плавать по глубоким водам, вы не погибнете, путешествуя по опасным водам. Доверяйте только Господу, а не своему разумению. Воздавайте славу всему, что вы делаете, и вы найдете правильный путь. Вы многое пережили, дошли до эмоций и эволюционировали. Ваша жизнь скоро изменится благодаря череде счастливых событий, поскольку Бог вернет вам все, что украл у вас противник. Приготовься испытывать любовь и смех снова и снова, потому что ты доверяешь мне. Я могу только сказать, что согласен с Божьим обещанием. В качестве мотивации я могу дать вам вашу жизнь. Позволь мне спасти тебя и убедиться, что ты в безопасности. Господь твой, ты прекрасна и вызываешь мое вечное восхищение. Боже мой, Бог, следующий ингредиент. Если вам это нравится, ваш выбор образа жизни может иметь далеко идущие последствия, от которых смогут пожинать плоды даже ваши потомки. Вы не будете уничтожены, пройдя через горнило несправедливости, вы в безопасности от огня. Смело придите к Божьему престолу благодати, ища сострадания и получая благодать, которая поможет вам в трудные времена. Неожиданные благосклонности, любовь и процветание войдут в вашу жизнь с неудержимой скоростью. Очень скоро вы заметите резкое улучшение в своей профессиональной жизни, финансовом положении, здоровье и личных отношениях. Ваши беспокойные вечера скоро закончатся. Вы обречены выигрывать в лотерею и испытывать постоянные изменения в своем образе жизни. Любой нарушитель столкнется с последствиями. Преодолейте каждую неудачу, победите каждого противника и устраните все препятствия. В январе 2024 года вы и ваши близкие можете испытать множество благословений, от влюбленности до переполнения. Я буду твоим проводником. Ваш рассказ приобретает более компетентный тон. Замечательные вещи и радость. Я прошу Бога открыть для вас двери возможностей на этой неделе. И если вы просите о чем-то в молитве и верите, что это реально, есть большая вероятность, что вы это получите. Согласно Библии, невозможно угодить Богу, если вы не практикуете религию, не верите в Него и не ищете Его всем своим сердцем. Вы получите свою награду. Нам очень нужна ваша помощь, чтобы продолжать распространять эти послания от Бога. Если у вас есть вера, мы можем продолжать делиться Евангелием. Шлю вам свои наилучшие пожелания и благодарность, пожалуйста, Боже. Кроме того, я надеюсь, что Господь услышит ваши молитвы и даст вам силы преодолеть любые препятствия. Послезавтра День небесных желаний,
и важных благ, поэтому сегодня вы позаботьтесь о наслаждении. Бог решил открыть новую главу в вашей жизни, наполненную невероятными благословениями, безграничной радостью и глубоким чувством удовлетворения. Бог улучшит вашу жизнь и жизнь ваших близких, исправит любые ваши разбитые сердца и превратит любую трагедию в триумф, если вы предаетесь Ему. Предстоящие выходные я могу осыпать вас и ваших близких огромными благословениями, которые постоянно изменят вашу жизнь. Ты значишь для меня все, детка, и я забочусь о тебе. Дверь, о которой вы молились, будет открыта Богом. Возможно, вы вступаете в период радости, любви и финансового изобилия, и предстоящие дни могут быть фантастическими. Весь негатив, заставлявший вас долго плакать, исчезнет к выходным. Вы испытаете радость, нежность, любовь и благословение. У тебя есть союзник в Господе, твоем Боге, поэтому ты не должен бояться или унывать. Он не оставит вас и не подведет сейчас, так что будьте сильными и смелыми. Обеспечьте своего противника едой и питьем, когда он голоден, и утолите его жажду, когда он хочет пить. Это заставит вас почувствовать, что вы едите угли со своей головы, и когда ваше сердце желает общения, Господь будет управлять вами, если вы ходите с Ним. Когда вы потеряны и одиноки, примите это как истину, доверьтесь Богу, и Он удовлетворит все ваши нужды. Пока вы одиноки и подавлены, скажите следующее: «Господь – моя музыка и моя радость». Несмотря на то, что я слаб и уязвим, Бог – моя опора, любовь воплощена Богом. Независимо от того, насколько вы устали, разочарованы или злы, вам не следует сейчас сдаваться. Чтобы постоянно преобразовывать вашу жизнь, я открою вам двери чудес. Но те, кто надеется на Господа, укрепятся, они полетят на крыльях, как орлы, побегут и никогда не утомятся, пойдут и никогда не упадут в обморок. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, радостью и изобилием, а ваши отношения крепнут с каждой секундой. Принятие спокойного и удовлетворительного решения – это выход из неприятной ситуации, в которой вы оказались. Вы получаете финансовую помощь, преимущества, которые изменят вашу жизнь, и чудеса от Бога в отношениях вашей мечты. Во имя Иисуса происходит оживление здоровья, финансов и радости. Человек должен принять как истину своего образа жизни, что религия необходима, чтобы угодить Богу, а Библия учит, что Бог награждает тех, кто ищет Его всем своим сердцем. Все ваши тревоги и беспокойства преобразятся. Для смелого потока изобилия, который превосходит ваши самые смелые мечты, если их тщательно обдумать. Кроме того, будет оценен уровень вашей физической подготовки. Какими бы плохими ни казались дела, чудесное вмешательство Бога и изменяющие жизнь благословения останутся постоянными в вашей жизни. Конечно, нет, теперь я пойду впереди. Я говорю громким голосом: у меня есть возможность получить изобилие любви, исцеления и процветания, и я достоин Божьей благодати. Если мы хотим извлечь из этого пользу, важно помнить, что ожидание Бога никогда не бывает напрасным. Я понимаю, что вы столкнетесь с проблемами, связанными с вашим здоровьем, отношениями и финансами. Я никогда не допущу, чтобы с тобой случилось что-то ужасное, и обещаю это. Слушать, несмотря на то, что я предлагаю вам возможности, которые никто другой не может остановить, я слышал и видел ваши крики и ваши молитвы.
Прежде чем вы даже подумаете о составлении плана для себя, сейчас самое время получить огромные преимущества и чудеса. Как тает снег, уступая место весне, так и ваши жизненные планы, которые иногда обречены на провал, чтобы Божий замысел мог восторжествовать. Верьте даже в самые мрачные часы, что вас ждут лучшие времена и что вы вступаете в период процветания, когда все будет хорошо. Вы должны помнить, что Бог ежедневно дарует новые благословения. Вместо того, чтобы позволять плохому дню расстраивать вас, празднуйте, что завтра будет новый день, полный возможностей для улучшения. 666. Давайте объединимся в молитве, прося Бога удалить все наши страдания, тревоги и проблемы и заменить их совершенным здоровьем, радостью и спокойствием. Мы также просим Его защитить нас от всех опасностей, явных и скрытых, и предотвратить любой злой заговор против нас. Приготовьтесь к тому, что вас внесет невероятное изобилие, которое ждет вас на пути. Если вы будете следовать этому плану, ваше здоровье, богатство и процветание достигнут новых высот. Благодарность смягчает удар трудностей. Да хранит вас Бог в это непростое время. Причина, по которой я посоветовал вам провести презентацию, заключается в этом. Настолько ценится, что природа этой сделки может остаться окутанной тайной. Несмотря на ваши чувства, вы всегда умудрялись выразить мне благодарность, а я, в свою очередь, всегда успеваю выразить благодарность вам. Радость, что бы вы ни испытывали, может показаться неразумной или даже невозможной перед лицом трудных времен, но на самом деле это духовный акт послушания. Если вы будете полностью послушны тем, кто меня плохо знает, вы все равно сможете оставаться на том же месте и при тех же обстоятельствах. Однако как будто загорелся свет, позволяющий увидеть мое отношение. Хотя те, кто подчиняется мне таким образом, всегда благословлены, невзгоды теряют свою силу, когда я сохраняю легкое отношение и нежное присутствие. Я осознаю, что если вы в эти дни поверите в Божье послание, то ни мои мысли, ни мои методы не будут принадлежать вам. Подобно небу, мои методы и мысли находятся далеко над уровнем земли. Пока ты со мной, не теряй из виду, кто я. Всегда тщательно думайте об исключительной привилегии возможности общаться с правителем Вселенной. Независимо от того, где вы находитесь и в какое время дня, времяпрепровождение в моем присутствии научит вас думать обо мне. Хотя я намного превосходю вас, мой разум управляет этим процессом, и мои мысли шаг за шагом формируют ваш разум. Время от времени он напоминает мне стихи из Библии, и время от времени позволяет тебе послушать и поговорить со мной. Благодаря этим сообщениям вы сразу же будете лучше подготовлены к встрече со всем, что принесет будущее. Потратьте немного своего драгоценного времени, слушая мой голос. Вы не поверите, сколько раз я благословляю вас. Благословил ли вас Бог пророческим и творческим духом, которым вы еще не овладели? Вам дали задание выполнить, хотя вы сделали все, что могли придумать. Это еще не конец. В заранее определенные моменты нашей жизни Бог собирает нас вместе, чтобы выполнить свою работу. Возможно, вам нужно сгладить сложную ситуацию или восстановить разорванные отношения, прежде чем выполнить свою задачу. Возможно, Он исследует глубины вашей веры, раздвигает ее границы и демонстрирует свою верность. Иногда Он использует эти сухие периоды исправления, чтобы убедить людей.
В свете текущего послания Бога к вам сосредоточьтесь только на хороших вещах в вашей жизни, включая дары, которые Бог дал вам, и игнорируйте плохие вещи. Сосредоточьтесь только на мире и благословениях Христа. Не позволяйте своим глазам блуждать. Перестаньте сосредотачивать свое внимание на плохих вещах, которые произошли или произойдут в прошлом или будущем. Думая об этом, я ничего не знаю о твоей жизни. Использование меня сейчас показывает, что вы доверяете мне и даете мне контроль над вашими делами. Теперь я не могу не замечать каждую деталь. Хотя выполнение каждой задачи в соответствии с моими предпочтениями имеет явные преимущества, я очень благодарен за то, что могу сказать, что вы с радостью берете на себя свои обязанности и встречаете каждый день с силой и мощью, которые я вам дал. Присылайте мне сообщения безграничной радости и найдите способы найти удовлетворение в простых задачах, которые я поручил вам сегодня. Поскольку вы наслаждаетесь мной и моей волей, я приглашаю вас к жизни благодарности. Вселенная говорит сегодня: я был бы очень признателен, если бы в день благодарения каждый момент был перерыв. Вы благодарны мне за мой суверенитет. Вселенная находится под моим контролем, и я ее автор. Мое присутствие и слава наполняют Вселенную. Когда вы жалуетесь или критикуете, вы действуете так, как будто думаете, что можете превзойти меня в этой области. С вашей ограниченной человеческой точки зрения, это выглядит так, будто я все разрушаю, но вы понятия не имеете, что я испытываю или вижу. Вы бы знали гораздо больше, если бы я открыл занавес и показал вам небесные области. Но я оживил вас верой, а не видением. Я сделаю все возможное, чтобы вы не смогли увидеть глобальный разум или узнать свою судьбу, всегда выражая свою благодарность. Я подтверждаю свою независимость. Я хочу, чтобы вы поверили посланию ангелов, даже если вы столкнулись с постоянной проблемой. Считайте это скрытым благословением. Постоянный вызов – это как иметь учителя, который всегда готов помочь. Единственное, что ограничивает вашу способность учиться, это ваша собственная неготовность к новому опыту. Я ценю ваш интерес, научитесь, сообщите мне, чтобы вы могли увидеть и понять то добро, которое я делаю в этом мытарстве. Проблемы теряют свою способность угнетать вас, как только вы овладеваете абсолютным отношением к ним. Наличие чувства благодарности приведет вас в райские места. Если вы посмотрите на это таким образом, боль, которую вы чувствуете, можно считать легкой и временной. Чтобы подтвердить то, что говорит Бог, сегодня вечером, беспокоясь о том, что ждет меня в будущем, я принимаю свою энергию с позиции трансцендентной славы. Поэтому лучший способ побороть страх – оставаться со мной на связи. Переключив свое внимание на меня, вы определенно сможете добиться гораздо большего. Осознавайте необходимость концентрироваться и разговаривать, позволяя своим мыслям общаться со мной. Следуйте этим правилам, если вам нужно вспомнить, что произойдет в ближайшее время. Будущее – опасное место, где можно проводить слишком много времени, потому что беспокойство растет каждый раз, когда вы зацикливаетесь на нем. Обещание моего вездесущего присутствия окружает меня в каждом мысленном образе, так что имейте это в виду. Привычка к этому затрудняет эту умственную дисциплину. Божественность вашего воображения может быть мифом,
но реальность моего существования с вами, мной и всей вечностью находится за пределами вымысла. Как Бог говорит сегодня, вы должны сделать свою жизнь прекрасным произведением, сокровищем в руках Божьих. Достичь этой цели так же просто, как доверять мне и подчиняться мне до буквы. Усилия самого низкого уровня являются наиболее эффективными. Просто изменив точку зрения, даже самый обыденный день можно превратить в бесценную возможность общения со мной. Когда ты почувствуешь мою радость в своем сердце, все станет драгоценным. Ваша точка зрения обогащена моей безграничной радостью. Жизнь не должна быть скучной задачей, напротив, это должно стать радостным трамплином к еще большему счастью. Пребывание в моем присутствии приносит вечную радость. Все в этой жизни – ступенька в другие жизни и в жизнь вечную. Призвание к вечной жизни – это высшая форма призвания. 1717. Присоединяйтесь ко мне в моей жизни, если вы готовы. Избежать того, что я запланировал для вас, вплоть до мельчайших деталей и вовремя – это ценная услуга для меня. Меня волнует сложность воплощения моего плана в вашем искусстве. Все, что я прошу вас, это жить, любить и позволять мне делать свою работу, потому что перед вами откроется так много возможностей, если вы позволите себе быть окутанным мной. Доверьтесь Богу и отвернитесь от бунта. Подумайте, насколько мудро ждать Господа, пока Он готовит нас к своим ответам. Очень важно, чтобы мы ждали, чтобы действовать, пока Он не заговорит с нами, но мы должны сохранять наши надежды и веру в это время. Это справедливо даже в отношении советов, которые мы получили от набожных христиан. Их советы могут оказаться полезными, но мы должны постоянно искать одобрение Господа, прежде чем действовать в соответствии с Ним. Все, что не является планом Бога, осуществленным по Божьей палочке в Божье время, равносильно самодостаточности. Если вы готовы и поделитесь этим видео с 3 людьми, которые правы перед Богом, в зависимости от Святого Духа, который направит их решение по другому пути. Поклонение Богу – это то, чего христиане должны хотеть, но оно может не привести к полной и изобильной жизни, которую обещал Иисус. Возможно, это то, что вам нужно узнать о Нем от других верующих, например, в небольшой группе в церкви или даже просто дома с друзьями. И тогда вы сможете поклоняться Ему в Его стиле и с Его любовью. Любое поклонение является частным, добровольным, активным и основанным на участии. При этом, задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Искренняя признательность и благодарность являются важными элементами поклонения Богу, и без них никто не сможет по-настоящему поклоняться Богу. Если вы упорно отказываетесь отправлять Ему сообщения, недовольны Его решениями, злитесь на Него по какой-либо причине или сопротивляетесь Его воле, то вы, по сути, подчиняетесь Ему для обожания и зависти со стороны других, которые чувствуют себя обиженными или имеют право на благодарность. Это не происходит из-за истинной преданности. Искренняя благодарность демонстрирует преданность Богу и веру в Него как истинную. Покажите, что вы открыты для получения всего, что Бог посылает вам, и что вы достаточно доверяете Ему, чтобы быть безоговорочно благодарными. Не бороться, следуйте Его примеру и делайте, как Он говорит. Цените путь, по которому Он вас ведет, чувствовать благодарность. Ваша радость важна для Божьего плана для вашей жизни. Все, что украл враг,
будет ему возвращено, согласно его обещанию. Бог дал это великое обещание, но это не значит, что оно всегда сбудется в вашей жизни. Повысьте свой уровень мышления, а восстановление вам решать. Вы можете ожидать, что все изменится в соответствии с вашими желаниями. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть то, что враг отнял у вас. Не жалейте, имейте в виду, что ограничение – это, безусловно, возможности для роста. Если вы сможете сделать все необходимое, чтобы принять образ мышления выздоровления, Бог будет использовать каждое испытание и невзгоды, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы приблизить вас к месту большей славы и больших благословений. Ваш мир превратится в счастливое место, когда в вашу жизнь войдет исключительный человек. Ваши ангелы-хранители в первую очередь задумали и направили меня, чтобы передать вам это послание, созданное специально для вашего путешествия. Это нетипичная дискуссия, вам предстоит пережить событие, которое изменит вашу жизнь, и ангелы хотят, чтобы вы знали об этом. В вашу жизнь вот-вот войдет огромная сделка, вызванная чем-то или кем-то особенным. Это банкротство, которое будет распространяться, что может быть как волнующим, так и пугающим. Пребывание в компании этого человека приносит больше, чем просто участие. Он также может обеспечить эмоциональную поддержку, любовь и радость. Вы можете рассматривать этого человека как источник, из которого текут эти хорошие эмоции, создавая атмосферу спокойствия, которая становится вашей пристанищем покоя. Здесь счастье, пожалуй, не мимолетный гость, а постоянный житель. Хотя сложная сеть ваших отношений с этим персонажем может показаться предопределенной, на самом деле вы прислушиваетесь к более глубокой части. На этом гобелене изображены и ваши предки, они молча сформировали и благословили вас, подготавливая путь для этого мужчины или женщины. И его благословения вплетены в ткань этого двора. Помимо здравомыслия и рассудительности, этот человек обладает глубоким пониманием смирения. Пришло время взглянуть в будущее вместе со мной. Присоединяйтесь к радости, празднику и множеству перешептываний. На горизонте уже не за горами обильный урожай, ради которого вы много работали и которого заслуживаете. Благодаря вашим действиям и характеру вы находитесь на заре новой эры, в которой вам предстоит преодолеть трудности, пробудить скрытые страсти и открыть период мира и эмоционального удовольствия. Вы собираетесь выйти на глобальный рынок, и звезды сошлись так, чтобы связать вас с кем-то, кто может подтолкнуть вас к сделке, которая изменит вашу жизнь. Этот уникальный человек обладает зрелостью, сильным чувством смирения, сочувствия, сострадания и любви. Они окажут глубокое и преобразующее влияние на вашу жизнь. Они также осветят путь, по которому вы пойдете. Это не обязательно радостное событие, скорее речь идет о преодолении проблем всей командой и сближении по мере внедрения этой новой технологии. У вас есть потенциал принести чувство спокойствия и радости окружающим. Вселенная наполняет вас добротой и любовью, заставляя вас сиять. Вы вот-вот вступите в то время, когда ваша радость не знает границ и может перелиться через край без помощи жизненных стрессов. Любовь и счастье исходят от этого персонажа, создавая приносящую удовлетворение связь, основанную на общем опыте и знаниях, которая продлится всю жизнь. Это удовольствие, похожее на возвращение домой, где каждый приезд вызывает улыбку на лице, пружинистость шагов и щекотку в животе.
Предки даровали вам этот характер как благословение. Они ответили на ваши молитвы и воплотили в жизнь ваши личные мечты. Как неотъемлемый аспект вашего будущего, спутник, который приведет вас в новую технологическую эпоху процветания, самопознания и неограниченных возможностей. Вы разделите радость, празднование и удовлетворение от совместной работы. Ваши предки готовились к этому прекрасному союзу, и теперь вы у дверей. Держите свое сердце открытым и скажите себе, что вы готовы принять обязательства, эмоциональное счастье и мир. Воплощая эту перемену, ваши ангелы-хранители направили вас, благословили вас этим необыкновенным человеком и подготовили к этому великому приключению. Вы навсегда благодарны. Всегда помните, что Вселенная ценит и защищает вас. Вы готовитесь к переменам, которые будут влиять на вас всю оставшуюся жизнь, открывая совершенно новый мир возможностей. Помимо того, что вы насладитесь этим сообщением и всем, что оно предлагает, смотрите в видео, которое будет транслироваться позже. В этот переходный период вы услышите важное сообщение. Возлюбленные дети Бога ищут Его присутствие через молитву и размышления. Верьте, что Его планы принесут пользу, и полагайтесь на то, что Он направит вас и зарядит энергией. Попросите Бога направить человека, совершающего эти изменения, чтобы вы могли понять и принять Его решение. Кроме того, подобно тому, как художник планирует шедевр перед тем, как начать рисовать, Бог тщательно спланировал цепочку событий в вашей жизни. Тот, кто собирается совершить эту важную сделку, представляет собой прекрасную мозаику в более широком замысле Бога. Он становится точной копией персонажей истории Руфи и Наимини, чьи неожиданные взаимодействия. Путь вел к чудесным наградам. Кроме того, надвигающаяся альтернатива предлагает преимущества, которые Бог организовал для нас. Молитесь Богу, когда вам нужна помощь, чтобы справиться с предстоящими изменениями. Ищите Его совета, знаний и энтузиазма. Поверьте, что Он заботится о вас и удовлетворяет ваши нужды. Молитесь, чтобы человек, вызывающий эти изменения в вашей жизни, принимал решения и действия, соответствующие воле Бога. Точно так же, как хороший садовник заботится о растении, чтобы оно росло и процветало, ваша роль в вашем путешествии может служить свидетельством Божьего плана для вашей жизни. Эта дополнительная точность является результатом изменений, которые Бог организует в вашей жизни. Производя это изменение, человек действует как канал для достижения целей Бога. Изменения, которые вскоре произойдут с вами, могут принести цель, которую Бог запланировал для вас на это переходное время. Точно так же, как жизнь Джозефа резко изменилась, чтобы исполнить божественную цель, с молитвой обратитесь к Богу, переживая эти изменения. Вы ищете Его силы, утешения и руководства. Доверьтесь Ему и знайте, что Он работает даже в самые мрачные времена для вашего блага. Пожалуйста, попросите Бога направить путь каждого, кто внесет это изменение в свои молитвы. Я молюсь, чтобы Его мудрость и любовь направляли ваши шаги. По словам Господа нашего Бога, в данный момент беспокоиться ни о чем, потому что ситуация у меня современная, а все остальное под контролем. Я полностью контролирую ситуацию. Мне потребуется некоторое время, чтобы решить проблемы, которые побудили вас принять участие, и я заранее извиняюсь, если это вызовет у вас какие-либо проблемы.
Специально для нашей экскурсии по городу я предложу уникальный метод. По мере продвижения я могу помогать вам входить в дома и устанавливать двери. Кроме того, я могу отделить это так, чтобы оно было зарезервировано специально для вашего использования. Вы, наконец, можете отпустить ситуацию и наслаждаться жизнью, потому что засушливый сезон почти закончился, и большие перемены не за горами благодаря лавине благословений, любви и исцеления. Вам станет доступно множество новых возможностей и наград. Вы можете быть уверены, что ваши самые сильные молитвы будут услышаны, и на них будет дан ответ, который принесет вам наибольшую пользу. Если вы чувствуете себя обязанным публично заявить о своей поддержке нашей христианской сети, ваши настойчивые молитвы в конечном итоге принесут плоды. Также подпишитесь на наш канал. Это будет очень много значить для нас. Проанализируйте настойчивость и сохраняйте спокойствие, пока ждете того, что может оказаться для вас самым важным. Попытка их успокоить могла обернуться полным провалом. Не тратьте время на погоню за ними, вместо этого Он показывает вам путь, который Бог желает для вас, чтобы ваша цель вскоре осуществилась. Он лично принесет его вам и доставит вам. Не торопитесь, если не хотите тратить силы зря. При необходимости внесите изменения, чтобы показать, что ваше внимание ценно. Сегодня Бог говорит вам, что человек, который спрашивает ваш домашний адрес, вероятно, пытается вас удивить и показать, как сильно он заботится о вас. Один из способов сделать это – пойти к вам домой и попросить вас о помощи. Они показывают вам уровень своей преданности вам и своего желания дать вам понять, насколько они о вас заботятся. Сделав это, вы пленили их сердце и умы до такой степени, что они полны решимости провести с вами остаток своей жизни, потому что они полностью очарованы вами. Это результат его одержимости. Я могу победить всех противников и снять все ограничения, с которыми ты сталкиваешься, заявляет Бог Израиля. Я могу устранить любую проблему, которая может у вас возникнуть. Я даже пообещал себе, что каждую неудачу, каждого противника и каждый плохой поступок я смогу исправить. В вашей жизни хлынет лавина подарков, и когда наступят эти выходные, вы полностью забудете о стрессе и напряжении, которые эти подарки наложили на вас и вашу жизнь. Если вам нужны чудеса, посмотрите это видео целиком. Дорогой Божией, возможно, ничто на земле не сможет сравниться с силой твоей любви. Глубина вашей любви превосходит все остальное. Вы понятия не имеете, какие аспекты вашей любовной энергии могут быть полезны. Мы просим вас помочь нам помнить обо всех преимуществах, которые вы предлагаете нам каждый день. Твоя любовь и благодать настолько велики, что мы никогда не сможем этого понять. Даже когда кажется, что невозможно выполнить данную задачу, Бог снова и снова уверяет нас, что Он исцелит нас и даст нам силы и мотивацию, необходимые для ее выполнения. Пока я лечу ваши раны и лечу сломанные кости, вы можете выразить свою признательность за мою заботу и преимущества, которые вы получили, заплатив мне до $100. Информация, которой необходимо поделиться, имеет решающее значение, поэтому крайне важно обратить на это пристальное внимание, потому что у вас еще есть время. В настоящем вы можете провести его в депрессии и беспокойстве о том, что уже произошло. Конечно, я могу помочь вам в этом.
Я торжественно заявляю, что Бог все продумал и знает, чем закончится эта ситуация по повелению Иисуса. Это провозглашение сделано. Ходят слухи, что в не столь отдаленном будущем ваша жизнь полностью изменится из-за огромных и неожиданных событий. Согласно тому, что сказал Господь, я могу закрыть все двери, которые дьявол открыл в их жизни, и тогда я открою все двери, которые они закрыли правильно. Я собираюсь подарить вам неограниченное количество любви и денег. Бог обещал нам, что мы будем здоровы и сыты, поэтому в ваших интересах подготовиться к этому, если это произойдет. Если вы рассчитываете на Type 666, вам нужно к нему подготовиться. Уверяю вас, что моя любовь, восстанавливающая благословение и вечный, нерушимый мир избавят вас от всего стресса, беспокойства и боли, которые вы сейчас чувствуете. Я позабочусь о том, чтобы ты полностью выздоровел. Я рад предложить вам свое благословение. Я могу предложить вам гарантию вечного спокойствия. Не существует возможности включить какой-либо из этих факторов в оценку. Хаос, который вы сейчас испытываете, не остается незамеченным для Бога. Когда дело касается вашей жизни, Он знает о препятствиях, которые вам предстоит преодолеть, а также о самых интимных и деликатных аспектах вашей жизни. Он знает, что эти пределы необходимо расширить. Независимо от того, в какое время вы переживаете, Бог все контролирует. Кажется, что на горизонте не за горами внезапное и неожиданное улучшение. Это является хорошим предзнаменованием того, что произойдет дальше. Вы не можете позволить себе спешить после всего, что вы сделали, учитывая ваш прогресс. Возможно, это было бы неразумно. Вы Бог всех возможностей, поэтому перестаньте злиться и поверьте, что я смогу найти способ решить ваши проблемы и сделать вас счастливым клиентом. Я согласен, что вы придумаете стратегию решения этой проблемы. Я хотел бы выразить свою благодарность Господу за все, что Он сделал для меня до сих пор и что Он сделает для меня в будущем. Я думаю, это то, чего Он заслуживает. Боже, Ты владеешь всем моим сердцем и душой. Ваше богатство в настоящее время накапливается в геометрической прогрессии и будет продолжать делать это ежедневно, еженедельно и ежемесячно. В вашу жизнь вот-вот войдет лавина денег, вас наполнит невероятная и неудержимая удача. Он будет в вашем распоряжении, потому что этот дар по праву принадлежит вам и может быть вам предложен. Это и ваша способность, и ваша обязанность принять это. Проголосуйте и поставьте лайк этому видео, если можете. Реки не могут нести вас, когда вы пересекаете реки, и воды не могут нести вас, когда вы пересекаете реки, если вы доверяете Богу, потому что я могу быть с вами. Возможно, я смогу помочь тебе, когда придет время плавать по зарубежным морям. Никто не обожжется и не загорится, если пойдет, сломя голову в огонь, не приняв никаких мер безопасности. Даже если ты не пытаешься защитить себя. Что касается вас самих, то это убережет вас от пожара. В любом случае, в следующем году это будет настоящей проблемой. Иисус уверяет вас, что в ближайшие 12 месяцев у вас будет изобилие любви, превосходящее человеческое понимание, изобилие безмерных благ и богатства, которое превзойдет все ваши мечты. Вы долгое время сдерживали слезы печали и сожаления, но Иисус высвобождает их своим плащом, Он избавляется от этого.
Он очень хорошо осведомлен о вашем опыте. Воспользуйтесь этой возможностью и насладитесь вечным спокойствием и богатством, которое вас ждет, не позволяйте этому исчезнуть. Выражение благодарности – отличный способ выразить привязанность и признательность. Бог активно помогает вам с банковскими счетами до $100. Святые на небесах теперь говорят о вас между собой, а ангелы-хранители внимательно наблюдают за вами. Вы имеете полный контроль над всем, что произошло до сих пор, и всем, что происходит сейчас. Я надеюсь, что на следующей неделе вы проведете самое лучшее и приятное время в своей жизни. Приятно осознавать, что Он осыпает тебя множеством благословений. По мере увеличения потребностей и достижения целей молитвы могут быть услышаны, ранее закрытые двери могут открыться и возникнуть новые связи. Оставайся со мной, потому что я буду переставлять вещи, пока они не станут для тебя идеальными. Ты мое убежище и моя опора, когда я переживаю эти трудные времена. Я могу петь Твою волю, однако, пожалуйста, Господь, распространи это послание каждому человеку на планете. И если вы попросите Бога, Он удалит все, что причиняло вам печаль, и заменит их любовью, радостью, смехом и многими другими хорошими вещами. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку «Принять, клянусь», ваша жизнь превратится в изобилие радости, самоуважения и любви. У вас есть силы восстановиться и омолодиться, и вам предстоит пережить самые богатые и самые важные дни в вашей жизни. У вас есть сила исцелиться и начать все сначала, если вы воспользуетесь этой возможностью. Ничто в этом мире, даже самые глубокие тайники, не может отлучить нас от любви Божией, явленной в Иисусе Христе, Господе нашим. Это просто потому, что Божья любовь исходит от Христа Иисуса. Христос Иисус, Господь наш, есть самовоплощение любви Божией, поэтому мы никогда не сможем быть отделены от Него. Будьте открыты, доверчивы и благодарны, потому что вы скоро получите благословение, которое может изменить ход вашей жизни. Этот день послезавтра. Возможно, было бы разумно уже сейчас заложить основу для возможного изменения образа жизни. Сегодня вечером вы увидите необыкновенные события, которых никогда раньше не было, поскольку Бог восстанавливает упущенные возможности и наверстывает упущенное время. Ваши критики будут поражены планами Бога на вашу жизнь и могут начать сомневаться в стабильности вашего мира. Это потому, что Бог собирается использовать вашу жизнь, чтобы создать что-то поистине экстраординарное. Помните, что какой бы трудной ни была ваша жизнь, Господь, ваш Бог, всегда на вашей стороне, сражаясь за вас и даруя вам победу над вашими противниками. Выхода из этой ситуации, возможно, нет. Никогда не упускайте из виду тот факт, что я верховное божество навыков. Чтобы помочь им любым возможным способом, Господь сказал нам, что я не хочу заставлять их страдать. Каждый день происходят чудесные вещи, поэтому я прошу вас молиться за меня и продолжать молиться, пока не произойдет желаемое изменение. Вера в лучшее будущее никогда не должна быть для вас проблемой. Бог может существенно и быстро контролировать ваш образ жизни. «Я наставил тебя во всем, чтобы ты нашел мир во мне», — говорит Бог. Поскольку проблемы являются неизбежной частью жизни, вы должны быть готовы встретиться с ними лицом к лицу, готовясь к трудным обстоятельствам, с которыми вы обязательно столкнетесь. Тем не менее,
это остается жизнеспособным вариантом. В этом конфликте, как и во всех аспектах жизни, я одержал победу, продолжая жить в мире, где все происходит в идеальное время, и я могу найти покой и удовлетворение в своей повседневной жизни. Прошу Тебя, Боже, показать мне, как сказать то, что нужно сказать, правильным тоном и в нужное время. Меня радует то, что вы понимаете суть моего предложения. Тогда возможно, что вы сможете прожить полноценную жизнь, свободную от печали и полную радости и счастья. Ваш образ жизни станет примером для подражания другим, и вы покажете им, что Бог может все, включая чудесные исцеления. Бог предупредил нас, чтобы мы были готовы к неожиданностям, и пообещал нам в этом месяце чудеса, превосходящие наши самые смелые воображения. Иисус также говорит нам ожидать рождения детей. Более того, Он призывает нас верить в то, что в этом месяце произойдут чудеса. Успокоиться, я способен противостоять всему, что встречается на моем пути. Когда Иисус приближается к ребенку, Он говорит ему: «Малыш мой, ты слишком беспокоишься, ваши требования чрезмерны». Иисус продолжает: «Если мои усилия увенчаются успехом, они значительно улучшат ваш уровень жизни». Люди в комнате уже упоминают вас по имени еще до того, как вы войдете в комнату. Возможно, вы еще не находитесь там физически. Это случается снова, когда неожиданное событие полностью меняет ход вашей жизни. Делать это то, что делает Бог. Воистину я повелел вам, как говорит Бог своему народу в Библии. Гораздо важнее сохранять хладнокровие, когда вы тревожитесь, несмотря на ваши страхи и сомнения. Верьте, что Господь, ваш Бог, вступит за вас и будет направлять вас на каждом этапе пути. Мы должны бороться с искушением поддаться цинизму. Ваше горе пройдет, и откроются другие возможности. Господь даже обещал, что ты не будешь плакать. Более того, Он обещал, что все это произойдет и что великое чудо решит ваши финансовые проблемы, чудо, которое произойдет, если вы поверите в Бога. «Дорогая, ты причиняешь мне слишком много стресса», — сказал Бог ребенку. Помните, что не существует слишком серьезных проблем, с которыми невозможно было бы справиться. Я смогу поддержать его родителей в своих молитвах. Сейчас я молюсь со всеми в это особенное время. Только Бог может совершить, казалось бы, невозможное, даже самое элементарное. У Бога есть ключ к открытию, казалось бы, закрытых дверей, поэтому, думаю, мне следует молиться о чуде. Бог может сделать такое. Рад сообщить вам, что долгожданное прибыло. А средства, которые я запланировал для твоей жизни, совершенно вне моей досягаемости. В мире нет ничего подобного вашим стремлениям. Ваша цель и стремления уникальны и могут быть достигнуты только с вашей помощью. Вы наконец поняли, почему вы здесь, и только вы можете сыграть роль в выполнении этой роли. Я во всех отношениях обеспечил вас всем необходимым для богатой и полноценной жизни. Я дал вам навыки и способности высокого уровня, которые, возможно, являются наиболее фундаментальными из них. Да, я наделил тебя бесчисленными уникальными талантами, некоторыми из которых не обладает никто другой. Все, что вам нужно для счастливой и вечной жизни, здесь со мной. Однако будут моменты, когда вы почувствуете себя совершенно одиноким, а иногда вам будет казаться, что вы ищете в темноте ответы, которые, похоже, не можете найти.
поскольку вам не удалось найти ответы, которые вы искали, как бы вы ни старались разумно отреагировать таким образом на сложившуюся ситуацию. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я всегда буду рядом с вами, когда вам понадобится совет или помощь, и что вы можете рассчитывать на то, что я всегда буду рядом с вами. Знай, несмотря ни на что, я всегда рядом с тобой. Уверяю тебя, что никогда не оставлю тебя и могу быть рядом с тобой в любое время. Я обещаю тебе, что никогда не оставлю тебя и всегда буду рядом, когда ты понадобишься мне. Я маяк, который осветит ваш путь к успеху, освобождающая истина, которая сделает вас свободными, и счастливая жизнь, которая принесет вам все ваши мечты. Если вы будете любезно проверить меня, я буду рад показать вам, куда вы ищете. В течение следующих 2 недель ваше финансовое положение, здоровье и личная жизнь претерпят кардинальные изменения. Благодаря всем этим изменениям вы будете по-настоящему довольны. Вокруг этой деятельности сейчас много боли и страданий. Бог уверяет его, что пережитая боль – ничто по сравнению с будущим удовольствием. Прямо сейчас Таск испытывает большой дискомфорт и трудности. То, что произошло ранним утром следующего дня, немедленно вызвало у процесса сильное беспокойство. Бог откроет вам чудесное решение всех ваших финансовых проблем. Время этого чуда раннее утро, в тот безбожный утренний час, когда все еще крепко спят. Это будет незабываемое событие, вы увидите, как возникает эта серьезная проблема. Все должны быть бодры и готовы ожидать этого странного события, происходящего рано утром. Когда должно наступить новое время года, у тебя все начнет происходить так, как сказал тебе Бог. Это предложение было дано вам, чтобы объявить о начале нового сезона. Готовясь к предстоящему сезону, вы получили это письмо, содержащее важную информацию. В свете всего сказанного было бы разумно немедленно реализовать предложение, содержащееся в этом письме, у себя дома. Вас ждет много удачи и подарков, и ваш образ жизни значительно улучшится, если Бог будет на вашей стороне. Ситуация станет захватывающей, в вашу жизнь придут вещи исключительного качества, и вы наполнитесь благодарностью. В течение следующих 15 часов вы можете получить доступ к значительным средствам. Это в ваших силах, все это оборудование находится в пределах ваших возможностей. Ходят слухи, что вы снова почувствуете любовь, согласие и удовольствие, но они могут исходить не от человека или человека, за которым вы наблюдали. Вы можете ожидать, что все это произойдет с вами снова в какой-то момент вашей жизни. Что бы ни случилось, вы будете нести ответственность за свои действия. Вы будете нести ответственность за все, что произошло из-за того, что вы, вероятно, сделали. Вы будете нести полную ответственность за все произошедшее. Вы будете нести ответственность за все, что произойдет с вами в результате ваших действий. Все вернется в прежнее состояние, когда вы его впервые получили, и я верну все, что вы потеряли. Приготовьтесь испытать некоторые из самых удивительных и забавных вещей, которые вы когда-либо испытывали, возблагодарите Бога. Эти планы будут реализованы в ближайшие месяцы, мои мысли с вами, и я надеюсь, что это сообщение застанет вас в добром здравии. Восстановительные лечебные реакции и большие возможности услышать то, что правильно. На этот раз я знаю, что все будет хорошо, возможно, вы сможете насладиться своим успехом, когда все будет сказано и сделано.
Я понимаю вашу точку зрения на риск, это правда. Пожалуйста, знайте, как сильно я ценю все, что вы сделали и продолжаете делать для меня. Боже, Твоя доброта и щедрость очень много значат для меня, и я надеюсь, Ты это знаешь. Пожалуйста, знай, как сильно я ценю все, что Ты для меня сделал. Пожалуйста, знайте, насколько я ценю наши отношения. Это признание и эта награда достойны проделанной им тяжелой работы. С сокрушенным сердцем я ценю Тебя больше всех на свете. Пожалуйста, помоги мне прожить жизнь по Твоей воле, а не по моей, как бы заманчиво это ни казалось. Для меня было бы очень много значить, если бы вы могли посоветовать мне, когда и как использовать правильную формулировку. Благодаря этому я могу сохранить свою жизнь мирной и счастливой. Благодаря этому, возможно, у меня появится возможность жить мирной и полноценной жизнью. Я хочу, чтобы вы знали, как сильно я это ценю. Не стесняйтесь позволить мне влиять на вас, потому что я всегда могу этого добиться. Независимо от того, думаете ли вы обо мне еще или нет, будьте уверены, что в будущем вас ждет великая судьба, где вы обнаружите, что она станет высшим благословением и исполнением ваших желаний. Бог может посоветовать вам подождать, пока путь вперед не станет безопаснее, пока Он не даст зеленый свет. Приготовьтесь к такой возможности уже сейчас, наберитесь терпения до тех пор и будьте готовы к неизбежному перерыву. Просто ожидайте, что этот момент наступит снова. Сейчас нет возможности это изменить. Помните, как важно ценить путешествие и доверять Богу, несмотря ни на что. По сути, эти элементы являются основополагающими. По отдельности каждый имеет значение. Периодически задумывайтесь над этой идеей, но всегда понимайте, что как только события начнут разворачиваться в вашей жизни, вы не сможете повернуть время вспять или изменить его ход. Обещание типа «я обещаю, что не разочарую вас» не имеет большого значения для людей, потому что другие неизбежно потерпят неудачу. Люди неизбежно разочаруют вас, как бы вы ни старались. Но я не пойду. Будьте уверены, я буду нежно заботиться о вас и ваших близких, если вы доверите мне свою жизнь. Это касается вас и ваших близких. Я обещаю никогда не разочаровываться и не бросать тебя ни в коем случае. Я предлагаю вам свой мир, любовь и исцеление как божественное подношение, уверяю вас, что ничего худшего не может случиться с вами или вашими близкими. Его обещание – выполнить обещание, которое Он дал вам. Вы все включены в голосование Бога. Более того, Он стремится избавить вас от забот, тревог и огорчений, гарантируя, что все произойдет в оговоренное время. Всякий раз, когда вам понадобится мое присутствие, рассчитывайте на то, что я буду рядом с вами. Какими бы ни были ваши потребности, я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить ваши пожелания. Вы всегда можете связаться со мной. Я обещаю вам, что если вы попросите, в вашей жизни появится улучшение. После очередного изменения, которое неизбежно, могут произойти и другие преобразования. Все ваше существование, включая ваши отношения, ваше здоровье и ваше путешествие, может принять необычайные масштабы, как только произойдет это изменение. Продолжайте свои молитвы, пока не приблизитесь к вратам рая. С улыбкой Бог прокомментирует: «Дочь, ты заставила меня быть очень занятой». Двигаясь вперед, продолжайте двигаться вперед,
Потому что какими бы ужасными ни казались вещи, Бог поможет вам. Он просто на работе, и это является для вас хорошим предзнаменованием. Посреди испытаний помните, что какими бы обескураживающими ни были обстоятельства, Бог проведет вас через них. Эту истину необходимо ценить при любых обстоятельствах, потому что очень важно знать, что Бог даст силы для преодоления любого испытания. В большинстве случаев это правда. С какой бы невзгодой вы ни столкнулись, какой бы страшной она ни была, Бог поможет вам преодолеть ее и перейти на другую сторону. Другими словами, впереди нас ждут лучшие времена, так что скорее расслабьтесь. Проблемы, которые беспокоили вас в последнее время, вскоре найдут решение. Высшая сила, кажется, сигнализирует вам о начале новой эры. Если бы им об этом сообщили свыше, они бы сказали: «Я открываю вам новую дверь». Ваши желаемые стремления идеально совпадут, и вы, наконец, осуществите достижения, предназначенные для вас. Возможно, это вас удивит, но в моей истинной доброжелательности вы больше не будете сомневаться. Скажите «Аминь» проявлению. Выразите свою благодарность за эту идею и следуйте по пути, указанному Словом Божьим, подписавшись. Аминь.